أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. С именем Аллаха, милостливого, милующего. Хвала Аллаху, мир и благословение моему господину, посланнику Аллаха Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О рабы Аллаха, я завещаю вам из своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же Его и повинуйтесь Ему. Ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. Уважаемые братья-мусульмане, Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: «Если вы попытаетесь сосчитать милость Аллаха, то не сможете сделать этого». Аллах упомянул слово «милость» в этом аяте в единственном числе, а не во множественном. Это удивительный момент. Несмотря на то, что милостей, оказанных нам Аллахом, бесчисленно много, Аллах упомянул их как одну милость. А смысл этого в том, что даже в этой одной милости Аллаха заключено множество милостей, о которых мы даже и не ведаем. Аллах говорит нам в суре Ад-Духа относительно своей милости: «И возвещай о милости своего Господа». То есть рассказывая людям про ту милость, которую Аллах проявил тебе, хваля Его за это, а не проявляя высокомерие и надменность над людьми. У одного приближенного раба Аллаха из Египта, Абдуль-Вахаба Аш-Ша'рани, есть книга, в которой он перечисляет те блага и милости Аллаха, что были дарованы ему. И следуя примеру этого праведника, мы также хотели бы упомянуть милость, которую Аллах оказал нашему народу. Мы не желаем этим хвалиться или превозноситься перед другими народами, но хотим проявить благодарность Аллаху за эту милость. Как мы все знаем, есть две общины – арабская и мусульманская. Обе эти общины восхищены и гордятся тем, как развивается наша республика в религиозном плане. Построением мечетей, исламских школ, школ для заучивания священного Корана, тем, как в нашей республике оказывается помощь людям и как наш народ во главе с его руководителем ответил тем, которые попытались задеть честь нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Сегодня я ответственен перед вами за то, чтобы довести до вас их слова, сказанные в наш адрес. Это слова, обращенные нашему народу, призывающие их размышлять над благами, дарованными нам Аллахом, и выражать Ему благодарность за них. Из всех похвальных слов, сказанных арабскими странами в наш адрес, я ограничусь частью из них, ввиду нехватки времени. Эти слова звучат так: «Вы занимаете первое место в проявлении интереса к религии и беспокойства о ней». Это не мои слова, а свидетельства из арабских стран. Один из них говорит: «Почему-то мне кажется, что чеченский народ – самые любимые обитатели земли для обитателей небес». Другой говорит: «Посмотрите на этого президента, который так трепетно заботится о своем народе и республике. Ничего подобного мы не видим у арабов. А ведь задумайтесь над тем, что говорит про нас еще один араб. Его слова – суть того, что говорили наши праведники, которые сказали: «Придет такое время». Именно об этом времени говорит этот араб. «Клянусь Аллахом, я бы желал быть из Чечни, республики, которой руководит человек, идущий на пути Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и народ, который искренне исповедует ислам. Они являются достойными потомками благородных предков. Да поможет Аллах нашему любимому президенту и нашим братьям». Какой же прекрасный это лидер, герой, любящий Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. И как же прекрасен этот верующий и смелый народ. Да хранит вас Аллах и вашего главу, готового отдать свою душу на пути Аллаха. Поздравляю вас с лидером, являющимся примером для подражания. Какой же прекрасный праведный руководитель. Если бы все арабские лидеры брали с него пример. Вы занимаете первое место в исповедании ислама и следовании пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, его возвеличивании и любви. И этот руководитель – наиболее близкий человек к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует в наше время. А его народ – народ единобожия. Я не вижу их, кроме как настоящей мусульманской республикой. Потом он завершает свои слова, вознося мольбу за чеченский народ. Другой говорит: «Это и есть истинный лидер. Да хранит Аллах уважаемого главу Чеченской республики Рамзана Ахматовича.
Пусть Аллах сплотит сердца всех мусульман посредством него. Да благословит тебя Аллах, о бесстрашный руководитель. О лидер, будь ты руководителем республики или нет, сегодня ты перед нами подобен Салахуддину Аль-Аюби. Это потому, что, как говорят сами арабы, только наш президент, не боясь никого, кроме Аллаха, высказал слова истины, когда была задета честь нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Далее они продолжили. Мы считаем тебя лидером всех мусульман, и в частности, придерживающихся пути тасаввуфа. Поистине, то, как ты отреагировал на оскорбление врага Аллаха во Франции в адрес нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, благороднейший поступок, который не смогли совершить арабские лидеры. Это большой подвиг для тебя, твоего народа и твоей родины. Где бы ни упоминалась Чечня, то там непременно упоминается ислам. Какая же это большая милость и благо для нас, что Аллах оказал нам такую почесть. Это требует от нас, чтобы мы часто восхваляли Аллаха и подчинились Ему. Один из арабов сказал вот такие слова в адрес нашего руководителя. «Я ищу, но не могу подобрать в арабском языке слова, которые сполна передали бы достоинство твое. Подобного тебе не рождали женщины в наше время, за исключением немногих. Герой, который не боится порицания, кого бы то ни было в высказывании истины. Ты гордость для нас. Как же мы желаем, чтобы и в арабском мире были такие же лидеры с такой же смелостью и потенциалом. Клянусь Аллахом, если бы они были такими же, как и ты, мы были бы непобедимой общиной. Чечня – это завод, выпускающий героев. Истинный ислам приходит из Чечни. О Аллах, благослови и приумножь подобных чеченцам». Достопочтенный Рамзан Кадыров, обновитель исламского призыва, его ревность по отношению к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, была самой сильной по сравнению с другими мировыми лидерами. Ты показал свою смелость, да продлит Аллах твою жизнь. Как мы сказали ранее, целью упоминания этих похвальных слов в наш адрес является побуждение чеченского народа проявить благодарность Аллаху за такую щедрую милость и задуматься над ней. Но кто-то может сказать, что мы говорим это для чьей-то выгоды. Мы знаем, что последуют такие слова. Пусть говорят что угодно. Аллах же свидетель того, что мы всего лишь хотим тем самым проявить Ему благодарность и напомнить самим себе про эту милость. Пусть Всевышний Аллах приумножит нам эти блага и не лишит нас их. Мы хотели бы упомянуть еще одну милость, оказанную Аллахом нашему народу, любящему Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Как мы все знаем, восхваляя нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в стихах мы встаем, доходя до слов «Добро пожаловать, о посланник Аллаха». Так вот, есть люди, которые не признают это и насмехаются над этим действием, считая его новшеством. По этому поводу мы упомянем один случай, произошедший с теми, кто совершал и положительно относился к этому действию, и наказание, постигшее тех, кто насмехался над данным действием. В Мекке жил большой ученый-хадисовед Мухаммад Алави Аль-Малики, являющийся потомком пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Хотя мы и не видели воочию этого ученого, мы знакомы с его сыном Ахмадом, доктором шариатских наук. Мухаммад Алави Аль-Малики передал эту историю в 1407 году по хиджре от своего дяди Аббаса. Он рассказывал ему, что в одном из городов Иерусалима, называемом Халиль, был маджлис, в котором читался мавлид. Его дядя Аббас как-то отправился в Иерусалим, чтобы посмотреть на мечеть Купол скалы. Прибыв туда, он присоединился к тому маджлису, в котором читался мавлид, и увидел там стоящего седого старика лет 80. Проявляя уважение к этому старику, он попросил его сесть рядом с ним, но присутствующие сказали ему, что старик не сядет, как бы он его ни просил. Так этот старик простоял там до окончания мавлида. Аббас, желая узнать причину такого поведения старика, последовал за ним и попросил его рассказать ему причину этого, на что тот старик позвал его в свой дом и сообщил, что расскажет об этом там. Оказавшись дома, старик сказал ему: «О, сынок, я был одним из тех, кто порицал и не признавал мавлид, считая его новшеством. Те качания, телодвижения и вставания, которые совершались в нем, все это я порицал. Каждый раз, когда проводился один из таких мавлидов, я шел туда и высказывал порицание сидящим там. Но одну ночь я увидел сон. Во сне я оказался в одном из таких мавлидов, в котором когда-то присутствовал и высказывал порицание. И когда читающие мавлид дошли до строк, восхваляющих пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в которых говорится: «Добро пожаловать, о посланник Аллаха», и все встали, я начал ругать их и порицать за это, говоря им, что они глупцы и невежды. Я начал спорить с ними. Но в этот момент зашел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и все они встали. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал им, чтобы они сели.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал присутствующим, что он подойдет каждому из них поприветствовать его, и чтобы тот, к кому он подошел, встал. Он, да благословит его Аллах и приветствует, начал подходить к каждому, здороваясь с ними, и каждый в это время вставал и целовал ему руку, пока он не подошел ко всем. Рассказывающий эту историю Аббас говорит, что в этот момент тот старик посмотрел на него и разрыдался. Старик сказал: «Когда же посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подошел ко мне, и я начал вставать, он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: „Нет, не вставай, сиди на своем месте“». В этот момент я громко крича проснулся. Я был парализован и не мог двигать ни одним органом. Это очевидно, ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему сесть. Его настиг паралич. Он продолжил: «После этого я обошел всех врачей, что знаю, но не мог найти лекарства. Один человек сказал мне: „В этой местности есть приближенные Аллаха, над историями которых ты глумишься и которые отрицаешь. Пойди к ним и посоветуйся с ними, может, они укажут тебе на лекарства“». Тогда я попросил кого-то отвезти меня к ним, так как сам не мог двигаться. Увидев мое состояние, один из этих праведников проявил ко мне сострадание и сказал: «Ты обидел посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, задев любящих его людей». Смысл этих слов заключается в том, что стоящие при упоминании пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это люди, любящие его. А раз он причинил им неприятность, то тем самым плохо обошелся с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Еще эти слова означают, что тот, кто встает при восхвалении пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тот тем самым радует его. Этот праведник сказал мне: «Ты должен любым образом снискать прощение у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и искупить свои грехи». Я сказал, что сделаю так, как он велит мне. И в ту ночь я сделал намерение, что буду посещать каждый мавлид и стоять в нем, пока он не закончится. Ту же ночь я увидел сон. Я присутствовал на том же мавлиде с теми же людьми, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, зашел к нам. Так же, как и тогда, он, да благословит его Аллах и приветствует, подходил к каждому из нас, приветствовал его, и каждый целовал ему руку. Когда же он подошел ко мне, то сказал: «Теперь можешь встать». Я поцеловал ему руку, а после проснулся. Мое тело было здоровым, как прежде. Такова награда от Аллаха тому, кто любит его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. И такова участь и пример тех, кто насмехается над теми, кто его любит. Хвала Аллаху! Это милость, которой облагодетельствовал нас Аллах. Клянусь Аллахом, я видел много наших стариков, молодых людей и даже школьников, которые вставали, когда я упоминал пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это проявление любви и уважения к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Как-то раз имам Ахмад ибн Ханбаль, являющийся имамом одного из масхаба, также учеником имама нашего масхаба, находясь в больном состоянии, встал, когда был упомянут один из праведников, и сказал: «Не подобает нам лежать при упоминании приближенных Аллаха». Как же тогда не вставать при упоминании господина всех праведников и пророков, того, кто является печатью всех посланников? Да благословит его Аллах и приветствует. Один праведник увидел во сне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал ему: «Я буду любить того, кто любит меня и почитает». Пусть Всевышний Аллах сделает нас теми, кто любит, почитает и следует пути нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пусть Аллах одарит нас прекрасным концом посредством любви его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и посредством слов: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха».